эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. 11 лесных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки. В тушении участвуют около 5000 человек. Задержки самолетов в аэропорту и караванный способ перевозки паромов из-за сильной задымленности от природных пожаров и тумана в Якутске. Новое современное здание школы искусств возводят в Ленске. В республике продолжается сложная лесопожарная обстановка. На сегодняшний день на территории Якутии действует 163 лесных пожара на площади более 4,5 миллионов гектаров. Тушится 54 возгорания, локализовано 11, ликвидировано 11 и обнаружено 8 новых пожаров. Всего на тушение привлечено почти 5000 человек и 775 единиц техники. В Верхневилюйске выполнен 1 вылет Ми-8 и слито 9 тонн воды. На особом контроле находится 13 населенных пунктов. Сегодня мы ожидаем улучшения ситуации и прилет большой авиации на перебазировку в город Якутск. Также осадки, которые прошли за эти дни, дали улучшение. При этом мы кардинальные цифры, окончательные цифры получим после облета и изучения всех пожаров. Глава республики призвал воспользоваться тем, что в ряде районов Якутии прошли дожди, локализовать и потушить небольшие пожары, по крупным максимально быстро провести работу по минерализованным полосам, встречным палам и дотушиванию кромки. Кроме того, необходимо не снижать оперативную группировку, пока ситуация не изменится коренным образом. Об этом Айсан Николаев сообщил в ходе заседания Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров. В работе принял участие и первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Сегодня самолет-зондировщик «Циклон» будет работать в Вилюйске, Нюрбе, Бердигестяхе, а также в планах Тампонский и Усть-Майский районы. По предварительным прогнозам, сегодня дождь ожидается в Горном районе, Вилюйской группе Улусов и Ленском районе, а также части центральных и заречных районов. Также в ходе заседания Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев проинформировал о ремонте взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. Испытания показали, что покрытие набрало достаточную прочность. В течение сегодняшнего дня будет завершена установка светосигнального оборудования, нанесена разметка, проверка работы оборудования. После приемки Ростехнадзора и Росавиации аэропорт сможет принимать самолет Б-200, но работы будут продолжены. Тем временем свыше 30 рейсов не смогли вылететь из аэропорта столицы республики в назначенное время из-за сильной задымленности от лесных пожаров и тумана. Аэропорт не может принять или отправлять рейсы. На 11:30 по местному времени видимость на взлетно-посадочной полосе составила 300 метров. Отмечается, что ранним утром видимость ухудшалась до 50 метров. Рейс 5275 авиакомпании S7, направляющийся из Новосибирска в Якутск, перенаправили в Хабаровск. Рейс 559 авиакомпании «Алроса» из Москвы в Якутск приземлился в аэропорту «Полярный». Из-за плохих метеоусловий движение паромов на реке Лени осуществляется караванным способом. Всю информацию о паромах в Якутии теперь можно узнать онлайн. Мобильное приложение было разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису подключено 5 переправ. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры. В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики. Сервис уже доступен на платформах Google Play и App Store. В Якутии полным ходом идет сельскохозяйственная микроперепись. Несмотря на то, что проходит она в очень сложных условиях из-за лесных пожаров, мероприятие проводится по установленному графику, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике.
С 1 по 10 августа переписчики посетили около 25 тысяч личных подсобных хозяйств или более 40% от общего числа. По ряду районов республики процент опроса превышает республиканский уровень. Так, уже более половины хозяйств обследовано в Татинском и Усть-Алданском районах. Стараются не отставать от лидеров Чурапчинские и Амгинские районы. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Ольга Валерьевна, доброе утро. Расскажите о эпидобстановке на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется 140 новыми случаями выявленной новой коронавирусной инфекции. В столице нашей республики выявлено 78 случаев, 11 выявлено в Мирнинском районе, по 8 случаев выявлено в Алданском и в Амгинском районе, по 6 случаев в Сунтарском, 4 в Вилюйском, по 3 в Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском и Чурапчинском, по 2 в Алайховском, Ленском, Нюрбинском, Татинском и по 1 в Абыйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Хангаласских улусах. Необходимо обратить внимание на то, что все, соответственно, больные находятся либо на амбулаторном лечении, либо на стационарном лечении. Сегодня для нас, к сожалению, необходимо констатировать факт, что увеличилось количество больных детей, и соответственно, принято решение о развертывании дополнительного детского стационара для того, чтобы в полной мере обеспечивать медицинскую помощь по лечению новой коронавирусной инфекции, относительно в том числе мам с маленькими детьми, так как это требует и дополнительных расходов, и дополнительных ресурсных мощностей. За сутки нашими лабораторными управлениями Роспотребнадзора проведено 1644 исследования на новую коронавирусную инфекцию. И всего за весь период пандемии обработано 1 304 225 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание, что у нас в целом поступило 329 555 доз вакцин, и первую вакцинацию прошли 287 781 человек. На настоящий момент использованы вакцины 88% от общего объема вакцины, поступившей в республику. На сегодня нам бы хотелось обратить внимание, что та ситуация, которая существует в республике с пожарами, в целом, она не может не накладывать, и соответствующие корректировки в работу наших медицинских организаций. Прежде всего, мы усилили уже как 10 дней и, соответственно, до этого отрабатывали вопросы с усилением телемедицинских консультаций для тех отдаленных населенных пунктов и, соответственно, где у нас санитарная авиация не может вывести в связи с погодными условиями. Кроме того, поступившая вакцина, которая поступила у нас порядка где-то 10 дней назад, у нас также не может вылететь в ряд районов, в связи с чем принимаются оперативные решения по ее доставке, в связи с чем и, соответственно, в некоторых районах сегодня закончилась вакцина, и мы ждем лишь только ее доставки до поликлинического звена этих районов. Специально для Абыйского и Ленского района при наличии погоды, соответственно, завтра вакцина вам будет доставлена. Кроме того, необходимо обратить внимание, что в республике идет полным ходом диспансеризация тех лиц, которые болели ковидом на протяжении этих 1,5 лет, и кроме того, соответствующая реабилитация лиц, которые у нас также переболели ковидом, соответствующие возможности у республики есть в наших медицинских организациях. Кроме того, мы ждем бригаду Министерства здравоохранения Российской Федерации, договоренности по которой определены по работе и по влиянию непосредственно ситуации, связанной с пожаром, на лечение ковида в том числе. В связи с этим будем отрабатывать и дальше соответствующую ситуацию.
Еще раз обращаю внимание всех граждан на необходимость вакцинации. И мы уже начнем приступать к периоду ревакцинации. В связи с тем, что в ближайшее время, я думаю, что исходя из погодных условий, во вторник, в среду в республике поступит 50 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которая нам позволит перейти к более массовой вакцинации и вообще перейти к массовой ревакцинации, значит, тех, кто уже ковидную вакцину у нас получал. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что сегодня именно вакцина является единственным способом для того, чтобы нормально начать работу в школах, нормально начать работу в детских садах, в наших учреждениях дополнительного, значит, образования, а также в спортивных учреждениях. Спасибо. Все, спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Установлен возраст пещерных львят, найденных в вечной мерзлоте Якутии. Их обнаружили несколько лет назад. При помощи радиоуглеродного анализа удалось установить их возраст, а тело одного из хищников ученые склонны считать самым хорошо сохранившимся доисторическим животным. Этот пещерный львенок выглядит так, как будто заснул и может проснуться в любой момент всего лишь от одного прикосновения. Но в последний раз он закрыл глаза несколько тысяч лет назад. Ученые установили возраст двух львят, которых обнаружили в вечной мерзлоте в Якутии в 2017 и 2018 годах. Древние животные находились друг от друга на расстоянии 15 метров, пишет CNN. Исследователи предположили, что это брат и сестра, но радиоуглеродный анализ это не подтвердил. Выяснилась разница в возрасте у этих животных 15 тысяч лет. Львенок-мальчик, которого ученые назвали Борис, появился на свет более 43 тысяч лет назад, а девочка Спарта примерно 28 тысяч лет. По словам ученых, она едва ли не лучше всего сохранившееся животное ледникового периода. Ее когти все еще остры и способны до крови расцарапать руку человека. Что касается вот этого львенка, он, конечно, уникален тем, что да, вот сохранились внутренние органы, сохранилась внешняя, так скажем, морфоструктура, скелет, шерсть сохранился, внутренние органы. Надеемся, может, какие-то части, ну, распавшиеся, естественно, части материнского молока, возможно, потому что из этого можно вывести, допустим, диету матери, чем она питалась, да, допустим. Это довольно-таки, ну, сейчас это уже возможно. По данным ученых, детенышам было 1-2 месяца, когда они погибли. Причина смерти неизвестна. Признаков того, что они стали жертвами хищников, нет. Компьютерная томография лишь показала повреждения черепа, вывих ребер и другие изменения в скелете. Учитывая то, насколько хорошо сохранились тела животных, после смерти они очень быстро были погребены, обращают внимание исследователи. Поэтому не исключено, что они погибли во время оползня или упали в трещину, которая образовалась во время сезонного таяния льдов. Молодые исследователи Северо-Восточного федерального университета благодаря гранту нацпроекта «Наука и университеты» участвовали в полевой экспедиции Русского географического общества. Они путешествовали по маршруту Якутск-Булгуняхтах, Усть-Бота, Майеланка, Батама и Ленские столбы. Детей знакомили с древними объектами, историей, этнографией родного края, рассказали о природоохранной и просветительской деятельности. Школьники собирали окаменелости древних обитателей, нашли на камнях отпечатки трилобитов, часть бивня мамонта, а также слушали интересные лекции приглашенного ученого из Палеонтологического института Москвы Георгия Миранцева. На основе собранных материалов будут написаны исследовательские работы, которые представят на научно-практических конференциях. К другим темам. Трехэтажное здание в зелено-бежевых тонах с фасадом из керамогранита и световой вывеской по спецзаказу «Школа искусств» появится в скором времени у главного музыкального учреждения Ленска. Сегодня там развернулись масштабные строительные работы. Анна Кожевникова готова рассказать подробности. Сегодня это место не узнать. Долгие годы здесь располагалось сразу несколько культурных и образовательных объектов. Дом пионеров, детская библиотека, краеведческий музей, музыкальная школа. Буквально этим летом тут развернулась грандиозная стройка. В скором времени здесь распахнет двери современная школа искусств.
Сегодня на строительной площадке за высоким забором идет подготовка к фундаментным работам. Для возведения этого необычного по дизайну здания привлечены местные кадры. Пока 20 человек. Тесно с нами работает, соответственно, администрация муниципального образования и его представители, в частности, это управление капитального строительства, которым мы взаимодействуем, они ведут контроль. Также участвуют в этом и представители города Ленска, архитектура в частности. Сварочные работы производят, сварочный цех организован, армировка идет. Храм искусства будет трехэтажным с лифтом, музеем, большим двухуровневым концертным залом на 250 мест и актовым залом на 70 мест. Это десятки кабинетов на площади 1300 квадратных метров, а надземная часть займет 3120 квадратных метров. Школа искусств сможет принять 360 учеников. У меня старшая дочка, она учится в отделении фортепиано, младшее подготовительное отделение, именно художественное отделение, концертный зал. Это самое основное для нас, потому что мы очень ждем выступления наших талантливых детей. Это появится возможность для всех населенных пунктов привозить дошкольников и школьников, чтобы смотреть концерты, ну и знакомиться с миром музыки. Любовь скромничает. Она, как никто другой, причастна к строительству школы искусств. Ведь она один из главных разработчиков проекта. Образовательное учреждение района Казни обойдется в 220 миллионов рублей. А еще 19 было потрачено на ремонт помещений для временного размещения школы искусств в бывшем здании Дома быта Нюргуяна. Сдать новый объект должны 1 июля 2022 года. Как рассказал подрядчик, благодаря инновационным технологиям сегодня есть возможность строить здания даже в холодное время года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Якутская «Заря» выступит в предстоящем чемпионате России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Об этом сообщил главный тренер клуба Олег Марченко. Напомним, «Заря» из-за различных проблем не принимала участие в розыгрыше первенства сезона 2021. В данный момент якутские футболисты находятся в подмосковном Троицке, где проходят последний этап подготовительных сборов. По словам тренера, «Заря» практически все домашние матчи сыграет в Троицке. Однако руководство клуба работает над тем, чтобы несколько игр прошли в Якутске. В первом туре соревнований якутяне в гостях сыграют с московским клубом КПРФ-2. Встреча пройдет 4 сентября. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.